Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Сегодня мы обсуждаем тему возвращения героев как шаг в будущее. Остановились мы на знаменитом герое Советского Союза Мусе Гарееве. И вот что в интервью, мы записали его до программы, сказал Мусе Гареев, уроженец Башкортостана, его земляк, известный предприниматель Хасан Идиатуллин. Предлагаю послушать. Он наш герой. Он герой всех наших земляков. Он герой всех татар. Он герой всех народов Советского Союза. Он планету освобождал от иго фашизма. А мы хотим морально-политическое, военно-патриотическое воспитание молодежи. Как? Как это реализовать? Широкий проспект на несколько десятков километров. И там должен быть на 10 метров памятник. Бабушкой, отцом, мама идет, пацан, выходит, мама, а это кто? А сынок, человек, который освободил. Это дважды герой. Это Муса Гареев. Вот способ воспитания любви человека к родине. Но Татарстан может ли считать его своим героем? Татарстан не может считать, обязан считать. Вот такое достаточно эмоциональное интервью. Есть, Искандер Аязович? Что? Есть что-то сказать? Нет, про Мусу Гареева пока ничего не могу сказать. Так, нет, пока вопрос чуть-чуть пусть подождут на линии, потому что мы сейчас говорим, что действительно очень много, и вот даже с Михаилом Валерьевичем сегодня общаясь, мы понимаем, что много героев, которых мы не знаем, действительно они из разных регионов страны уходили на фронт, совершали подвиги. Есть ли вообще, Михаил Валерьевич, у нас элементарный справочник героев, энциклопедия героев татар Великой Отечественной войны? Самое печальное, что мы, вот как в 2000 году Союз писателей Татарии выпустил вот эту книгу героев, туда попали в том числе герои Советского Союза, татары всего Советского Союза, 111 человек. Но вот только сейчас выясняется, что у нас уроженцев только 185 героев Советского Союза. Только уроженцев. Я уже не говорю о тех, типа Джалиля, Девятаева, которые связаны с Татарией. Это еще 167 человек. Но ведь эту книгу памяти мы так и не смогли издать пока. Она ждет своей очереди. То есть... Но хотя бы татар давайте тех, которые действительно уроженцы нашей вот, республики. Ведь сейчас раскрыта новая информация, наградные документы. Не просто за мужество, а конкретно за что. Там же четко все сказано. Вот эту книжку издать сейчас на 2 родных языках, это было бы очень большой вклад в историю татарского народа. То есть сейчас у нас вообще нет систематизированных изданий. В открытом доступе в интернете нет, тоже в ничего нет, я интернете правильно нет. понимаю? Про героев Советского Союза Татарии нет. Как такое? Ну, не знаю, здесь вообще нужно, так уже упоминался этот термин, системный подход. Конечно, нам надо разработать, может быть, историкам взяться за это дело, и план работы в архивах, например. У нас полно архивов, которые еще не раскрыты, и полно архивов, которые вроде бы открыты, и в то же время в них никто не работает. И вот я вам могу привести совсем недавний свой собственный пример. Я еще в славные доковидные времена успел 2 месяца поработать в берлинских архивах и нашел весьма интересные документы, связанные с группой Мусы Джалиля. Это переписка между высшим командованием Вермахта, Министерством по делам оккупированных восточных территорий Альфреда Розенберга и между татарским посредничеством. Там речь шла о письме Ахмета Симаева, одного из участников группы Мусы Джалиля, на имя великого иерусалимского муфтия с просьбой о помощи в пересмотре их дела и смягчении приговора. И это письмо потом идет по немецким инстанциям, и резолюции накладываются, объяснение дается. И там, например, есть такая формулировка, что ни в коем случае нельзя смягчать приговор, смертный приговор, потому что эти люди совершили очень серьезные преступления против Рейха, понимаете? И это как раз один из маленьких фактов, который показывает, что мы должны работать в архивах, искать новые материалы, новые факты об известных людях, о неизвестных людях. Вот, скажем, группу Мусы Джалиля вроде мы все знаем, да? Но ведь знаем Мусу Джалиля, там, Курмашева худо-бедно представляем, а остальных?
тот, скажем, тот Я самый думаю, за Ахмед Курмашева Симаев. не все ответят. Не даже про если Курмашева, ты да. знаешь. Абдулла Алишу там еще как детского писателя знают, да. То есть здесь необходим системный подход. Не только к этой группе, не только к этому конкретному факту. Необходимо работать в архивах целенаправленно, искать сведения о людях, которые совершили подвиги в годы войны и, может быть, и до войны, после войны. Вот герои должны возвращаться к нам. Мы не должны довольствоваться тем, что мы имеем этот список, там, закрепленный, утвержденный, Который условно все или на уроках привычный. выучили и так далее, и так далее. Гораздо Мы не героев должны больше. историю превращать в лубок. Да, и можно еще о разных формах, да, воспоминаний. Вот прекрасно было мероприятие, когда читали солдатские письма. Архив, из сферы культуры люди, известные артисты с простыми людьми читали книги, письма солдат и плакали. Да, это было такое публичное мероприятие, проводили на Казань-арене при большом стечении людей. Есть формы, есть спектакли интересные, да, и перформансы целые, да. Вот это такая культурная политика, которую нужно просто усиливать, Ну, это сейчас мы в говорим том скорее числе вот с о помощью... военно-патриотическом воспитании, знании истории и так далее. Мы сейчас говорим, что очень много забытых имен сейчас. А вот эти забытые имена как раз через новые формы, они не только Их памятник. сначала нужно найти. У нас они не найдены, И не открыты, найти это они тоже, даже не это изданы. тоже отдельная история, это тоже отдельные историков направлять, это тоже отдельные гранты, это тоже политика государственная. Просто вот сказать, что нужны историки, и они должны ехать в архив, это вряд ли сложится. Да. Без госзаказа, да, Да, это невозможно. есть Но государственное смотрите, у нас задание еще ведь должно есть быть, да? Первая мировая война, есть Первая Отечественная война, да, война 1712 года. И там тоже наши соплеменники, наши соотечественники внесли значительнейший вклад, на самом деле, да, я уж не говорю про конницы наши и так далее, которые до Берлина дошли, топонимика, которая вот у Нагайбаков в Челябинской области, там Париж и так далее, то, что вот многие знают, недоумевают, а почему Париж там в Челябинской области, Эйфелева башня стоит. Ну вот через это, в том числе, этот интерес и выяснять, что 200 лет назад наша конница там прославленная внесла значительный вклад и погнала, значит, войска Наполеона, там не только французы же были, сборная солянка была. То есть этот пласт ведь тоже нельзя забывать. Например, я тут вот читал прекрасную медиавистку одна, она специалист по средневековой Англии. И она говорит, что англичане вот для себя приняли такую концепцию, что вот Вильгельм Завоеватель 1066 года, он не был англичанин, ну, он не был англосаксом, но они принимают, что это отчет нашей истории, и мы считаем его своим. Вот эта вся история... Хотя спорят до сих пор. Спорят до сих пор, да, профессиональные историки, ну, как бы вот общественная среда утвердила, что мы принимаем тысячелетнюю историю. А у нас история, к сожалению, какая-то разорванная. Я же говорю, вот в угоду каким-то идеологическим всяким конструктам мы то забываем, то возвеличиваем. Это неправильно. Я продолжу все-таки. Я не могу не вклиниться, потому что я все-таки тоже занимался историей Первой мировой войны. И просто маленький факт вам приведу. Прекрасная книга, Искандер который наверняка вас заинтересует. В Германии, на территории Германии есть 2 памятника татарским военнопленным, которые погибли в плену в годы Первой мировой войны. В Германии они есть. В России нет ни одного. Понимаете? Это... Вот вам наше отношение к истории иногда такое бывает. Мы продолжим обсуждать, прервемся на рекламу, потом вернемся в студию. Лед не терпит слабых. Победа достается сильнейшим. Регулярный сезон КХЛ в прямом эфире. 1 октября. ЦСКА Акбарс. Не пропусти. Akbars Med mobil qo'shimtasi sizning salomatligingiz uchun o'ng'ayli servis. Kompaniya bilgishi bilan to'g'ri ilmda polis negizida olingan meditsina xizmatlari ismligi, murojaat yo'llash mumkinligi. Meditsina immuniyati polisi sizning telefonda App Store ham Google Play'da bo'shlay yuklagingiz. И вы скажете: я вижу. Лазерная коррекция зрения LASIK 14 900 рублей. Фемто LASIK 49 900. Клиника «Третий глаз». Hürmetli teatr suyuvchilar, 1 oktyabrda legendar Zangar Shell spektakli bilan Kamal teatri yangi sezondan osha 116-sezonni birga qarshilaylik. 12 yoshdan ulkanlar uchun. Бомбические цены на товары месяца. Конфеты «Самые умные» 249 рублей 99 копеек. Чай «Чемпион черный» 199,99. Кофе «Жокей Триумф» 99,99. До встречи в Находке. Срок акции по 30 сентября 2021 года. Подробности у продавцов.
Каждый человек должен думать не только о своем здоровье, но и о здоровье своих близких. Мы должны научиться жить без страха. Я сделала прививку, а вы? Извещатели крепятся с помощью саморезов. Заряда батарейки хватает на долгий срок. В случае возникновения пожара датчики срабатывают моментально, издавая пронзительный звук. В детстве каждый выбирает свою дорогу жизни. И именно от этого выбора во многом зависит судьба человека. Главное – стать на правильный и безопасный путь. Мы продолжаем говорить, наверное, о нашей памяти, героям Великой Отечественной войны, героям и Первой мировой. Айрат, что хотел ты добавить по поводу сказать, что братских? у нас в Казани, и не только в Казани, во всех муниципальных районах практически есть воинские захоронения. Частично они восстанавливаются, и есть отдельная целевая программа. У нас в Казани Арское кладбище и Архангельск, на Арском кладбище более 5000 захороненных солдат, погибших, умерших в госпиталях Казани, Татарстана. То же самое на Архангельском кладбище почти такая же цифра. Да? Есть еще на других кладбищах вот такие братские могилы. И это тоже вот часть такой воспитательной политики, когда ты туда придешь и увидишь вот эти стелы с есть людьми. экскурсии Казань, да. город трудовой доблести, Казань, город героев. Есть, есть из таких программ? Чтобы узнать, что там братские захоронения есть, человеку нужно опять их показать, объяснить, выстроить маршрут, Но это чтобы это важно все рассказали. работать уже и с педагогами. Смотрите, да. вот мы сейчас тоже говорили тут и про издания дополнительные, про памятники, про улицы и так далее. Есть еще одна сфера, которая, наверное, максимально быстро помогает вернуть имена героев. Это, конечно, современное кино и несовременное тоже. По Магубе Светлановой всегда говорили о «Ночных ведьмах», да, а по Петру Гаврилову фильмы были и современные, и несовременные, «Брестская крепость». Были фильмы, вот прогремел Девитаев Тимура Бекмамбетова, фильм «Несокрушимый» года 2 назад, основан на биографии нашего земляка, танкиста Семена Коновала, тоже героя Советского Союза. Вот небольшой видеоряд давайте вспомним по этим фильмам. И как раз вот потом, наверное, проговорим уже, могут ли такие вот блокбастеры оказывать влияние на молодые души, и как старые великие военные фильмы, наверное. И кого нужно увековечить дальше? Сдающихся в плен врагу считать злостными дезертирами. Расстрел на месте и позорное клеймо предателя. Я без сознания был. Ну убежать, ну улететь. Что мы теряем? Один раз умирать. Так если ты летчик, мы-то тебе зачем? Один исправлюсь. Немцы стерегут море. А мы по нему. Нам можно увековечить фильм. Мы сейчас знаем, что был заказ на фильм про Масуд Джалиля. На каком этапе, кто-то может сказать, это сейчас фильм? Я думаю, что Министерство культуры на этот вопрос скорее ответит. Потому что мы вообще вот эпопея с фильмами про Масуд Джалиля, она уже длится несколько лет. И было свое время даже такой удивительный сценарий. Один из московских сценаристов предложил такой сценарий, который превратил Масуд Джалиля чуть не в Джеймса Бонда. И я думаю, Михаил Валерьевич помнит этот сценарий, да? Ну вот как раз это тоже крен, может быть, не в ту сторону, да? Мы хотим немножко, мы хотим вроде бы увековечить подвиг героя, в то же время уходим вообще в другую плоскость. Вот я хотел бы здесь еще сказать, кроме того, что мы говорим сейчас о том, кого надо увековечивать, что не надо слишком уходить вот в это желание увековечения героев и забывать обо всем остальном. Понимаете, здесь есть одна такая опасность, что мы можем как-то совсем другую сторону забыть. Мы можем превратить войну только в подвиг.
Поэтому войну надо видеть с разных сторон. Конечно, герой это да, это важно, это необходимо, увековечивать это необходимо для воспитательных целей прежде всего, но в то же время мы и другие стороны войны не должны забывать. Здесь да? еще есть такая сторона возвращения добрых имен. Да. Сколько не создания новых образов героев, да? Вот яркий пример – это группа Амира Утяшева, 118 человек. Из них, вот вы это лучше меня знаете, буквально там даже 10 человек не наберется, которых реабилитировали. А где остальные? У этих людей ведь до сих пор родственники живут, у них есть дети. Да. И вот удивительный факт, хотя сам Амир Утяшев, он официально реабилитирован был в 1958 году, ведь, да? Однако до сих пор на сайте Министерства обороны «Мемориал» он до сих пор там числится место службы. По документам легион, да. То есть легионеры, то есть другими словами, вот это пятно предателя с него до сих пор не снят. Я понимаю, что создатели сайта, они мало чего знают об этом человеке, но ведь проблемы существуют. А как же другие легионеры, которые являются героями Франции, а которые сегодня нет необходимости из них делать героев, может быть? Надо просто их вернуть добрые имена. Ради хотя бы родственников. Книжка-то, конечно, сейчас вот уже издается и по легиону, и по тем партизанам, которые переходили на сторону белорусских партизан еще в 1943 году. Книжки есть, списки там опубликованы. Вы правильно сказали. Дело в том, что это гораздо более массовое явление. Нам ведь надо рассказать сегодняшним, ну хотя бы детям и студентам, что это был подвиг не единичный, ни одного Мусы Джалиля. Он начинался еще в 1941 году, в 1942 летом в этом легионе, когда его еще Мусы Джалиля там не было. Там другие татары поднимали эту работу, они погибли при этом. Там эта вся массовая работа начиналась еще Гайнаном Курмашем, который был профессиональным разведчиком. Это он принимал в эту секретную свою организацию Мусу Джалиля. Это же факт. Еще Мустафин еще опубликовал. Это все известные факты были еще в советское время. Ну, и закончился, действительно, вы правы говорите, закончился подвигом группы Утяшева, потому что если бы татары во главе с Утяшевым не перешли тогда массово на сторону французских партизан, это август 1944-го, и не помогли союзникам освободить Францию, тогда бы и смысла не было в подвиге группы Джалиля-то, их бы казнили практически ни за что. То есть это они начинали эту работу, и в конце концов именно поэтому их и казнили 25-го, на второй день после освобождения Парижа. То есть даже фашисты это все понимали. Их ведь казнили-то за ущерб, нанесенный военной мощи Рейха. Не за какую-то пропаганду, не за стихи против Гитлера. Гитлер никогда по-татарски не читал, я вам выдаю секрет. Вот. То есть разговор-то идет о том, что это подвиг очень большой и массовый. Даже вот в фильме Девятаева мы так ничего и не поняли. А в чем подвиг-то Девятаева? Там скользь-скользь. Он привез какие-то там карты, каких-то там координат. А что это были ракеты, что это... Он спас практически от ракетной атаки всю Европу, и мог начаться, по сути дела, Чернобыль в 1945 году. Ни слова даже здесь. Художественный фильм, но могли хотя бы, ладно, преувеличить могли, вполне могли, но не захотели. Вот о чем. Михаил Ильич, можно же сказать, например, что создание группы Курмашева – это спецоперация разведывательного управления. Это Панфилов, Зеленодольский Панфилов. Он знал татар. То есть они привлекли Муса Джалилю как авторитетного в то время, по сути, живого классика к этой деятельности. Так он потому и согласился пойти в легион. Политрук, он понимал отлично, что это удар по его престижу. Его же знали в лицо все татары Советского Союза, господи. Вот он почему пошел-то, почему он согласился стать вторым в легионе. Он стал вторым, он был заместителем практически, да? Вот. Именно потому, что он понимал, что в конце концов все-таки это результат-то советский будет. Советский. Почему за его реабилитацию взялся в 1949 году не только секретарь обкома партии, генерал КГБ Токарев взялся за реабилитацию Мусы Джалиля и его группы. Почему? Потому что у него в руках были самые секретные документы. И они были друзьями еще по Оренбургу, а не ребятишки, которые начинали в 19-м. Хорошо, остановлю Михаила Валерьевича. Звонок из Тольятти. Добрый вечер, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Хочется сказать огромное спасибо, кто организовал эту передачу, всем участникам. И у меня такое пожелание. Пока последние герои татары не будут выявлены и
как сказать, Найдены, установлены. напомнить эти имена. Эту передачу не надо бы остановить, вести, пока все герои наши не именовались. Спасибо, понятно ваше мнение. Поисковые отряды, да, из Татарстана, они очень активные работают, да, и это реально такая очень сложная и грязная работа, да, находить останки солдат погибших, да, в годы Великой Отечественной войны прямо на фронтах, да, и знакомить родственников, да, наследников с тем, что вот твой прадедушка, он погиб вот на таком-то фронте, на таком-то участке. Это очень-очень сложная работа. Я еще хотел сказать, что какая сложная работа по поиску пропавших без вести вот, ведется. Сколько у нас тоже. пропавших без вести, Михаил Валерьевич, до сих пор? Сегодняшний, ну, вообще-то, когда мы книгу памяти закончили выпускать, их было 200 тысяч. В республике 200 тысяч. В Парке Победы до сих пор. В базе данных их 200 тысяч. И только благодаря тому, что президент нашей республики Минниханов все-таки дал нам суду именно на конкретную работу, не на поисковые экспедиции там где-то, на военную археологию, нет. Именно на работу в архивах, хотя бы в интернете, на розыск этих самых пропавших без вести. И могу отчитаться, на сегодняшний день наша группа ассоциаций «Клуб воинской славы» нашла, внимание, 25 300 новых пропавших без вести из Татарстана, только из Татарстана. И мы установили, что в списках погибших было 17 тысяч вернувшихся живыми после плена, ранений и так далее. Они в книгу попали как погибшие. К сожалению, тоже факт. Это о том, что работать надо с документами в архивах, а не только копать. Я тоже копаю, я тоже езжу все еще с ребятами. Но копать это, ну сколько мы там медальонов находим? Ну 3, ну 5, ну 10. Из Татарии вообще почти никого. То есть архивы будут дадут больше информации. В чем и дело? Это же рассекречено, это для нас, для исследователей. Бабушка об этом ничего не знает. Если мы ей это не расскажем, она никогда до этого архива не дойдет просто-напросто. Вот о чем речь. Хорошо, давайте уже ближе к концу программы сейчас поймем, что нам нужно делать, какие имена. Все-таки мне очень хотелось услышать все-таки, о ком еще все-таки нужно говорить и ставить на... Я понимаю, что сложно сделать выбор. Это первый, это второй, это третий. Но какие имена нужно Группа открыть? как раз вот Гайнана Курмаша, Джалиля Утяшева в первую очередь. Они спасли честь всех татар Советского Союза, не только татарей. Вот это главное. Нет, ну согласитесь, нет такого понятия крымский татарин или казанский татарин, ну, как предатель. Равно, ну нет, потому что спасли джалильцы, спасли эту честь. Почему о них об этом не снять фильм? Хорошо, Гульнар Фатовна. Вы знаете, я не историк, мне очень трудно говорить о героях. Я бы порассуждала как социолог о формах информирования людей о героях. Мне кажется, вот мы сегодня немножко поднимали этот вопрос, нужны ли эти блокбастеры, нужны ли какие-то другие формы. Мне кажется, на самом деле у каждого продукта свой потребитель. Наверное, молодежи вот нужны вот такие вот фильмы, спецэффекты, может быть, несколько искаженные истории, но которые так или иначе трогают молодежь. Для старшего поколения, наверное, это и какая-то краеведческие какие-то исследования, какие-то специальные работы в архивах. Но я соглашусь со всеми коллегами в том смысле, что действительно это должна быть какая-то целенаправленная программа, которая объединит усилия всех тех, кто заинтересован как раз вот в создании вот этой подлинной истории. Энтузиасты — это хорошо, но да, но нужна комплексный поддержка. подход, Должна быть программа, специальная целенаправленная политика вот в этом плане. Я думаю, что у каждой семьи, во-первых, должен быть свой герой. Да? В каждом селе, в каждом районе должны знать своих героев. И посещая это район или село, ты, ну, чтобы тебе о них сказали. Вот. И, естественно, нужно вот делать исследовательскую работу и находить новые имена. Я не готов сейчас назвать какие новые имена есть. Естественно, и Даян Мурзин, кого мы назвали, да, это тоже те имена, которые важно актуализировать. И даже недавно погибшие Бориса умершего Кузнецова, да, и их тоже надо, эти имена, и генерала Махмута Гареева, да, еще нам предстоит эту память увековечивать и говорить о его ратном подвиге тоже. Кстати, о генералах-татарах, фронтовиках, только я недавно узнал, 70 человек было только генералов-татар. Кто их когда читал? Причем и Карбушев, да, стоит говорить о том, что это крещенный татарин тоже. Почему? Да. Руслан, ваше мнение?
Ну, я бы расширил рамки. Я все-таки считаю, что герои, они вне времени, поэтому герои и в Первую, и во Вторую Отечественную войну должны быть представлены. В этом смысле, конечно, нам, на мой взгляд, нужно углубиться в историю и сделать так, чтобы мы помнили героев не только, которые вот, ну, повсеместно, да, нам встречаются в топонимике и так далее, но и действительно героев, которых мы не знаем. Опять-таки, это вопрос серьезного воспитания, нашего отношения к историческому наследию. Искандер Ильич. Ну, я бы так сказал, что мы, когда говорим о прошлом, мы всегда должны понимать, что герой – это личность. Личность, которая ведет за собой остальных. И герой сегодня – это человек, который для нас должен являться символом прошлого. Вот. И когда мы говорим о прошлом, то такие люди нам обязательно нужны. Но я бы не стал все сводить к кино. И поэтому я, например, сторонник, как профессионал все-таки, сторонник целенаправленной, углубленной, очень серьезной, масштабной работы в архивах. Я знаю, что архивов еще много. Архивов у нас в России, архивов за границей. В таких архивах содержится очень много сведений. Но вот так, чтобы, опять-таки, говорить только, искать только героев, вообще всю историческую правду надо поднимать. Понимаете? Искать только целенаправленно. Давай-ка я найду героя. Я не хочу идти в архив, чтобы искать героя. Я хочу идти в архив, чтобы искать историческую правду. И там уже появляются и герои. Понимаете? Так что я считаю, что здесь должна быть целенаправленная профессиональная работа. Ну, здесь совсем я согласен. Я хотел бы кое-что просто уточнить. Вот полностью согласен. Тут речь идет сколько не о поиске новых героев, наверное, а восстановлении доброго имени тех людей, родственники которых, дети, внуки которых живы. То есть лет через 50 о них уже точно все забудут. А сегодня время, когда вот это, наверное, один из последних шансов, когда восстановить доброе имя. Когда вы говорили о крымских татарах, наверное, надо говорить и о героизме того же Амирхан Султана, например, да, дважды Героя Советского Союза. Я полностью согласен, что разные формы, нужна и научная работа, нужны и блокбастеры, которые молодежь смотрит без сомнения, нужны учебники, нужна литература. Ну, в общем, время собирать наших героев. Все, спасибо. Значит, результаты соцопроса мне сейчас подсказывают. Значит, 62% лидирует второй вариант ответа. Это, да, герои Великой Отечественной войны могут служить примером для подражания, если вспоминать о них не только 9 мая, о чем мы, наверное, сегодня тоже сказали, но больше 20%, по-моему, считаются... Первый вариант ответа, что от героев былых времен не осталось порой имен. То есть, что все-таки многое мы забыли. Ну и последний вариант ответа уже у молодежи новые кумиры. Это на последнем месте. Я думаю, что все-таки есть еще с кем работать, что говорить и о чем говорить. На этом я прощаюсь с вами. Благодарю всех экспертов. Это была программа «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Были рады видеть вас.